Емко и по делу. В эфире «Важный вопрос». В студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на продукты первой необходимости дал о себе знать в Северной Осетии. Сахар, муку, крупы и другие продукты, в особенности долгого хранения, граждане начали закупать впрок, а опустевшие полки торговых точек вызвали еще большую тревогу у населения. Хотя и сетевые ритейлеры, и частные предприниматели утверждают, дефицита нет. Однако вслед за большим спросом вверх поползли и цены. Хлебопеки планировали повысить стоимость одной буханки на 15-20% в связи с подорожанием сырья, энергоносителей и топлива, однако в диалоге между производителями и Министерством экономического развития республики договорились о повышении цены на 5%, то есть на 1 рубль. На еженедельном аппаратном совещании сообщили, рост цен присутствует, однако наценки на продовольственные товары в Северной Осетии минимальные. По словам руководителя Министерства экономического развития Заура Кучиева, факты роста цен связаны с подорожанием поставок. Жизненно важные товары, по его словам, реализуются с нулевой наценкой. Такое соглашение было достигнуто с некоторыми сетевыми магазинами. Глава республики Сергей Миняйло поручил профильным ведомствам проанализировать и подготовить перечень продукции, которые республика может производить сама. О мерах сдерживания цен и мониторинге рынка поговорим с гостями нашей студии. Это заместитель руководителя Северо-Осетинского УФАС России Георгий Кайтуков и Клим Галеев, глава регионального народного фронта в Северной Осетии. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Что ж, спасибо, что пришли к нам сегодня поговорить на столь значимую для всех наших сограждан тему. И хочу начать с вопроса, Клим Георгиевич, с вас, поскольку я, насколько знаю, Народный фронт занимался мониторингом цен и занимается. Какие выводы уже успели сделать, где был проведен мониторинг и что можно говорить на текущий момент? Ну, вы правильно сказали, Народный фронт сразу же включился в этот вопрос, потому что было поручение президента держать цены, не дать резкому скачку. После чего в республике был создан оперативный штаб по социально-экономическому положению, и возглавил его глава республики Сергей Иванович Миняйло. И уже в рамках штаба мы продолжили эту работу, смотрели на и в сельской местности магазины, и сетевые магазины, смотрели республиканские сетевые магазины. И как вы сказали, есть соглашение между республикой и этими основными поставщиками продуктов, где перечень таких основных продуктов там состоит из 12 наименований, которые договорились продавать с нулевой наценкой. Мы все эти магазины обошли. Действительно, это соглашение в основном оно соблюдается. Есть, конечно же, моменты, где у нас были замечания. Пока что все эти замечания мы уже на уровне работы с администраторами этих магазинов мы устраняли. Где не могли устранить, давали сигнал Минэкономразвития. И пока что это соглашение, оно выполняется. Что касается скачка цен такого резкого, конечно же, основной предпосылкой стало подорожание курса иностранной валюты. После чего, конечно же, соответственно, подорожал весь импорт. И на этой стадии провели совещание с основными поставщиками продуктов, вернее, не то, что поставщиками, а тех, кто их продает. Продавцами, да, продавцами. Это и магазины, и рынки, где уверили, что никакого дефицита нет, что поставщики продуктов связаны долгосрочными контрактами, что эти условия контракта выполняются. Никто из поставщиков не заявлял о каких-то сложностях ни по объемам, ни по срокам. То есть все в рамках соглашений выполняется. Мы это все, естественно, выдавали и в средства массовой информации, где просили всех не допускать чрезмерного ажиотажа. Но все равно ажиотаж случился. Люди начали закупать продукты впрок, чем вызвали, конечно же, соответствующую реакцию рынка.
Рынок сразу есть, ну, сказали, что есть только два варианта. Или ограничить отпуск товара в одни руки по объему, или поднимать цену. И, ну, естественно, ограничивать объем, ну, не получилось бы, потому что все равно, ну, это бы привело еще к большему, ну, большей настороженности и напряжению. Поэтому, как они говорят, начали поднимать цену из-за ажиотажного спроса. Опять провели заседание вот этого штаба, пригласили всех, где опять же сказали, ну, что подняли цены из-за того, что поставщики, которые находятся за пределами республики, они подняли. Ну, здесь как бы Сергей Иванович тогда сказал, что обязательно государство будет влиять на эти процессы, готово помогать, готово принимать меры своевременные, чтобы не допустить скачка цен, чрезмерного роста. И если есть какие-то промежуточные звенья между производителями и продавцами, где происходит чрезмерное накидывание, наценка маржи, да, вот эти промежуточные звенья нужно приводить в чувство или же вообще их убирать, чтобы вот того, что происходит, больше не происходило. Ну, я очень надеюсь, что вот эти меры, они дадут результат и не будет больше вот такого. А сейчас, да, действительно, мы наблюдаем ежедневно практически и рынки, и магазины, в том числе и сельские магазины. Ежедневно мы мониторим, передаем информацию и руководству Народного фронта в Центральный исполком и в Республиканский штаб. То есть вот такая работа нами ведется. Наша съемочная группа выехала в один из продовольственных магазинов и записала там пару интервью. Предлагаю их послушать. В марте было подорожание цен на многие продукты. Люди спрашивают, ну ладно, на импортные, которые продукты завозят, хорошо. К этому как-то более или менее спокойно относятся. Но больше возмущены они тем, что на местные, на отечественные продукты тоже на значительные суммы подняли цену. Только вот этим возмущены. А которые завозят продукты, к ним более или менее так спокойно относятся. Цены в основном повысились вот на чаи, на кофе, на конфеты очень сильно тоже цены поднялись, на бытовую химию тоже очень сильно цены поднялись. Это можно объяснить тем, что да, они вот привозимые откуда-то. Ну, конечно, люди недовольны. Зарплаты остались те же, а цены на продукты, они выше и выше. Но в нашем магазине стараются сильно не поднимать цену. Я сама как покупатель недовольна повышением цен, потому что у кого двое детей, у кого других тоже забот много. Поэтому, конечно, я сама как покупатель тоже много чем возмущена. Почему повышаются цены на российские товары и тем более местные? Сама бы хотела знать ответ на этот вопрос. Раньше, допустим, на те же 1000 рублей можно было более или менее набрать товаров первой необходимости, а теперь на ту же самую сумму товаров бывает значительно меньше. Чем дороже, тем вкуснее, так говорят. А юмор везде всем помогает. Не теряют оптимизма наши телезрители, но, тем не менее, актуальный вопрос был озвучен. Георгий Борисович, к вам хочу его адресовать по поводу того, ну ладно, предположим, импортные товары, понятно. А что с российскими, в связи с чем растут цены? Да, есть, допустим, сырье, которое дорожает, но есть и сырье, которое местного производства, и, тем не менее, рост цен тоже отмечается. Ну, с одной стороны, Клим достаточно подробно осветил общую структуру подорожания. Оно во многом носит объективный характер.
вот эти скачки валютные, скажем, они не могли не повлечь за собой цепной реакции. То есть одно дело, когда покупатель знает, что этот товар импортный, он к этому относится с пониманием. Другое дело, что очень большая номенклатура товаров, которая нами воспринимается как полностью наша, на самом деле также зависит от импорта какого-то. Например, скажем, мясо птицы или куриное яйцо. То есть те продукты, которые производятся нашими фабриками, на самом деле зависят в значительной степени от импортного семенного материала. То есть семенное яйцо в Российской Федерации практически не производится, оно закупается за пределами. Наши фабрики выращивают там, эту птицу или курицу несушку, но сами изначально, опять-таки, семенной материал заводится. Это тоже сказывается на стоимости мяса птицы и яйца в рознице. Кроме того, многие производители вынуждены закладывать в конечную стоимость продукта не только его себестоимость, которую они уже понесли, но и стоимость будущих партий. Потому что у предпринимателя свободных средств обычно бывает не так много, они все у него находятся в обороте. И если он какую-то партию, допустим, сырья взял, произвел продукт и реализует его, ему этой прибылью нужно покрыть следующую партию закупа, которая уже стоит дороже. Естественно, даже уже на произведенный материал, на произведенный продукт цена растет. С этим тоже очень часто люди обращаются. Почему? Там, та же крупа, которая на прилавке стоит, вчера стоила там, 30, сегодня стоит 60. Ну, вот этого понимания пока у людей нету, что будущие свои издержки предприниматель уже закладывает. Да. В стоимость товара. А все-таки хотелось бы, чтобы вы пояснили примерные цифры, да? Проценты, насколько подорожали различные категории. Ну, вот то, что сейчас уже мы имеем, да, на руках, вот те цифры, которые сейчас на сегодняшний день есть, скажем, на продукты питания. Вы сказали, допустим, яйцо птицы, там, куриное мясо и так далее. Ну, вот самый животрепещущий у нас работает горячая линия, мы по ней измеряем как бы настроение общественное и какие-то показатели. То есть особо животрепещущей темой стал сахар. Сахар подорожал в 1,5-2 раза, то есть сейчас его цена в рознице с примерно 50 рублей поднялась до 77-100 рублей в зависимости от торговой точки. Вот, и мы начали сталкиваться с обращениями, когда люди жалуются даже не на то, что он дорогой, а то, что его нет. Потому что, скажем, вот сетевые магазины, с кем была достигнута договоренность там, о минимальной наценке, они там, периодически выкладывают партию по достаточно доступной цене, и это расходится в течение нескольких часов. То есть человек, который уже в обеденное или послеобеденное время приходит в магазин, он сталкивается с тем, что сахар он купить не может. Вот это сахар ключевое. Очень сильно подорожало детское питание, товары по уходу за ребенком и автозапчасти, в частности. Угу. И какое решение вот этой проблемы вы обозначили, скажем, по поводу семенного фонда, да? Если мы его получали из-за рубежа, то какие есть альтернативные рынки у нас? Ну, я думаю, что это должно решаться как бы стратегически в масштабах всей страны. Правительство над этим работает. Я думаю, будут созданы, во-первых, изменены цепи поставок, то есть переориентированы рынки со стран, с которыми расчеты шли, скажем, в долларах, евро, на страны, в которых расчеты будут идти в национальных валютах. Кроме того, будет простимулировано отечественное производство на наиболее уязвимые отрасли, полагаю. Ну, это вот ключевое. Ну и надеюсь, что сама по себе вот эта ситуация нестабильная все-таки придет к какому-то завершению, и эта напряженность потребительская снизится, что повлечет за собой снижение цен. Угу. Ну,
сахар, да, вы тоже сказали об этом, что и рост цен, и ажиотажный спрос, и, возможно, даже невозможно как следствие, а это взаимосвязанные действительно процессы подорожания и кондитерских изделий, часть из них импортного производства, часть из них местного даже, я имею в виду республиканского, да, производства. Но вот на уровне России, скажем, уже отмечают производители о том, что будет подорожание до 60%. Вот на ваш взгляд, наш рынок готов к тому, чтобы обеспечивать себя собственными кондитерскими изделиями? Ну, тут вопрос технологий. Я не сильно посвящен в технологию производства кондитерских продуктов. Но, допустим, по сахару, да, Россия, я думаю, способна насытить свой спрос, и мука, в частности. Какие-то другие вещи, которые они используют, там, может быть, заменители молочных жиров, растительные жиры какие-то, там, возможно, какая-то зависимость сохранится. Ну, опять-таки, мы не можем отбрасывать контекст, да, сейчас страна находится в той ситуации, которая сложилась, и некоторое подорожание, оно носит объективный характер, оно, наверное, неизбежно. То есть то, как мы сможем преодолеть эти кризисные явления, покажет время. А по поводу бытовой химии, большая часть рынка – это импорт. Клим Георгиевич, не дадите соврать, действительно отмечаются высокие цены на именно бытовую химию. И тут потребуется действительно большая работа в плане того, чтобы найти альтернативы. Вот на ваш взгляд, как повлияет вот это подорожание и как будет экономика реагировать на эту ситуацию? Ну, есть поговорка «свято место пусто не бывает». Да? То есть если уходит более, так говоря, раскрученный производитель, поставщик с рынка, и при этом товар, если востребован, то на его место обязательно придет кто-то другой. Если уходит, скажем, европейский какой-то партнер, то появится азиатский, турецкий, какой-то другой. То есть просто вот этот турбулентный период связан с тем, что торговые сети ищут новых поставщиков, меняют маршруты поставок. Ну, соответственно, опять-таки, повторюсь, какое-то напряжение некоторое время продлится. Надеюсь, что это будет скорее рано, чем поздно. А по поводу энергоносителей, в том числе горюче-смазочных материалов, в том числе цена на газ, электричество и так далее, чего ожидать? Ну, какого-то роста значительного на тарифы в плане вот, жилищно-коммунальные мы не ожидаем. То есть, если будет рост, то он будет как ежегодный в плане ежегодной индексации, там в пределах нескольких процентов буквально. Касаемо потребительского рынка, мы ожидаем, ну, газ уже, например, в частности, автомобильный снизился до кризисного уровня. Скажем, если вот в августе-сентябре прошлого года мы наблюдали там 30%, скажем, подорожание, то сейчас цены вернулись на уровень лета прошлого года на автомобильный газ. По бензину мы тоже ожидаем снижения, потому что биржевые котировки за нефтепродукты снизились тоже процентов на 10-15. Я думаю, как только поставщики розничные исчерпают партии, купленные за предыдущую цену, некоторое снижение тоже будет на автозаправках у нас. Предлагаю поговорить также о рынке строительных материалов. Давайте посмотрим интервью, которое мы записали. Основной задачей нашей компании в такое непростое время, конечно же, это сохранение рабочих мест, это удержание максимально низких цен, которые мы можем себе позволить в связи с такой ситуацией на рынке, и, конечно же, наличие товара. К сожалению, очень много товара – это импорт. Это импорт Испания, то есть это Европа, это Китай, это Украина та же самая. И в данной ситуации мы вынуждены очень быстро перейти на поставку товаров из внутреннего рынка. Внутренний рынок, естественно, тоже не резиновый, у них есть какие-то производственные мощности, они могут отгружать только такое количество товара, которое они могут произвести за какой-то период. Соответственно,
Соответственно, сейчас бизнес весь работает в очень таких стесненных условиях, когда нужна большая маневренность, многозадачность, так как помимо товара есть проблемы с логистикой. Самые крупные морские перевозчики не отгружают, не работают сейчас. Соответственно, нужно придумывать какие-то другие пути. Соответственно, это удорожание логистики, это удорожание конечного продукта. Естественно, большое количество товара физически привезти мы не можем, так как это импорт, Испания, очень много украинской плитки было. Это все на стопе, везти не можем. Ищем другие выходы, ищем других поставщиков нашего отечественного, так сказать, рынка. В ближайшем будущем у нас будут новинки, мы все будем выставлять на склад. Хорошая цена, большое количество. То есть мы держимся, не пугаемся. Внутренний рынок также зависим от импорта, потому что дорожает их сырье, это химия, это какие-то составляющие, та же самая глина, допустим, для плитки, либо покрытие дверное, либо какая-то фурнитура. Всю мелочевку мы всегда импортировали. Как будет сейчас и как быстро сможет рынок перестроиться на внутренние мощности, пока спрогнозировать, к сожалению, очень сложно. Но хочется сказать тем, кто в данный момент находится в ремонте, либо тем, кому вот срочно нужно его начать, не раздумывать и начинать, потому что ситуация, которая будет до конца года, как минимум, ни никто другой спрогнозировать не может. Но, скорее всего, дешевле, наверное, вы уже не купите. На какие меры пошло руководство нашего стройцентра? Все свои складские остатки, которые мы уже не сможем привезти из-за рубежа, у нас что-то было в наличии, эти остатки мы решили распродать по старым ценам. То есть хотя бы немножко как-то помочь населению закупиться, оформить свой ремонт. Да? Мы понимаем, что сейчас ситуация такая, что и у людей денег не остается. Поэтому, конечно, если вы хотите делать ремонт, не откладывайте на потом, приходите, делайте его сейчас. Я думаю, что сейчас еще оптимальные условия для того, чтобы продолжить ремонт. Ну, что ж, очень лояльно высказались, да, представители строймаркета. Да, бизнес тоже в стесненных условиях и понимают, что чем ниже покупательная способность, тем ниже у них будут, соответственно, и их доходы. Но рынок стройматериалов напрямую связан с рынком недвижимости, да, и какие прогнозы вот в этом плане стоит ожидать? Кстати говоря, в Осетии вот какой-то феноменальный был рост цен на недвижимость в последнее время. Как вы можете спрогнозировать, что нас ждет далее? Ну, в целом вообще какой-то рынок отдельно рассматривать, наверное, неправильно. То есть взять и говорить, что вот рынок дверей, независимо от рынка продуктов, на первый взгляд, может, и независим, но, тем не менее, все люди заняты в экономике, взаимодействуют друг с другом, капитал переливается из одних карманов в другие, и все члены рынка друг с другом взаимодействуют. Представители стройиндустрии, скажем, достаточно подробно осветили проблему. То есть основная проблема – это импортозависимость и нарушение логистических цепей. То есть как предприниматели с этим справятся, сказать сложно. Государство, в свою очередь, ограничить их в наценках каких-то не может, потому что товарами первой необходимости это не является. Однако административно тоже стараются помогать. То есть введен мораторий на проверки бизнеса, какие-то уже кредитные линии им открываются, вспомогательные. То есть я надеюсь, что как-то вот сообща мы все-таки эту ситуацию преодолеем. Ну и хотелось бы, чтобы мы вот прям вот ясность внесли такую, да, по поводу того, какие рычаги есть у государства, да, на то, чтобы влиять на рынок, да, это речь идет о товарах первой необходимости, и в каких случаях сложно вмешиваться в жизнь рынка? В законодательстве прописан механизм государственного регулирования на товары первой необходимости, определенного перечня, но он пока что никогда не вводился, потому что, как Клим тоже отметил, это может повлечь за собой еще больше ажиотаж, панику и дефицит как следствие. То есть этого государство тоже допустить не может. Пока что
вопрос как бы на повестке не стоит нормативного регулирования цен, потому что запасы есть, объективных причин для дефицита нету, то есть все диктуется только ажиотажем населения. Я надеюсь, что мы к этой мере не прибегнем, потому что как только мы начнем регулировать цены, у нас целые отрасли станут нерентабельными, и люди бизнес начнет оттуда уходить. Ну, что ж, понадеемся, что действительно до этого не дойдет. И можем вспомнить, скажем, времена, когда только начиналась первая волна ковида, пандемии. И тогда тоже была ситуация такая очень тревожная и нестабильная. Скажем, вот я помню, Клим Георгиевич, когда вы к нам тоже в эфир приходили по поводу дефицита санитайзеров, масок и так далее. И буквально в течение месяца-двух эта ситуация разрешилась. Но тут речь шла об узкой категории товаров, и сейчас речь идет, конечно, о достаточно широком спектре товаров и даже услуг. Что ж, на этом наше эфирное время заканчивается. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. И будем надеяться, что эта турбулентность в экономике, она будет постепенно преодолеваться. Это был «Важный вопрос». Всего доброго и до встречи в эфире.